Первых покупателей на ярмарке начали принимать рано утром. Представленная на прилавках продукция принадлежит фермерам Карбулака, а также предпринимателям из соседних республик. Покупатели предлагают овощи, мясо, мед, в общем тот ассортимент продуктов, который мы привыкли видеть на своем столе во время ифтара. Здесь фермеры, сегодня мы пригласили фермеров, пригласили также ГУПы, нам помогли, предоставили нам пшеницу по сходной цене. Вот как чувствуется, с утра очередь. Привлечь покупателей продавцы решили проверенным способом – низкими ценами. Посетителям ярмарки представлены продукты разного сорта. Минсельду занимается выращиванием картофеля уже более 10 лет в своих собственных теплицах. На ярмарку из Республики Дагестан она приехала впервые, и ее товар раскупают буквально на глазах. Мы с Хасавюртовского района населения Кукрек, мы занимаемся этим картошками. Мы покупаем семена, сажаем, выращиваем сами. Вот, и приезжаем к вам. Ваши приглашают нас, и мы приезжаем сюда. Фермер из Малгобека утверждает, что его картофель, выращенный на местных полях, пользуется у покупателей большим спросом. Но, как говорится, на вкус и цвет. На ярмарке большой ассортимент продукции и, главное, цены не сильно бьют по карману. Картошка с Малгобека. Клиенты очень хорошо покупают. Не так дорого. 25 рублей, 30 рублей. Традиция проводить ярмарки в преддверии одного из самых главных мусульманских праздников сложилась несколько лет назад. Перед Мархаш подобные мероприятия оказываются очень кстати, поскольку в эти дни жители усердно готовятся к празднику, закупаясь на рынках и в магазинах. Такая существенная разница в цене позволяет заметно сэкономить, отмечают хозяйки. Каждый раз ходит к ярмарке нормально. Мягко нормально, да? Жур чахнабы. Выгоднее покупать продукты на ярмарке, чем на рынке, утверждает Залина. А огурцы почем у вас? По 40. А помидоры по 60, да? 55. 55? 60. 65, да? 700, хайр, 700, дух, 250 нала, 280 ицата дух. Баял Илиев вот уже несколько лет подряд поставляет свое мясо на ярмарке. Мясо у него свежее, экологически чистое, он имеет своих постоянных клиентов и по мере возможности старается уступить всегда в цене. Да, мях 250 лет. Хатва сегодня аж 20 савар. Цена хочу уступки цены. 260 грамм, двух версий. Течение за полтора часа воздух 200 грамм, 220 грамм. Где-то 40 грамм, 220. Вся эта продукция прошла ветеринарно-санитарную экспертизу, выявляли наличие нитратов в мясе, овощах и фруктах. В ходе проверки качество товара не вызвало у комиссии никаких сомнений. В отличие от прошлогодних ярмарок, на этот раз не было зафиксировано ни одного нарушения, утверждает эксперт Якуб Пестоев. Сегодня вот больное мясо не попадалось. В прошлом году нет попадалось, в этом году, слава Аллаху, все у нас в норме. Довольно-таки стабильно. А с овощами, фруктами? На содержание нитрату проверяем. Редкие случаи попадаются с превышением нитратами, но сегодня не попадалось. Претензии нет и к качеству продукции крупного цеха «Олеговский», который уже 28 лет производит колбасные изделия. По словам представителя предприятия, продукт не содержит никаких соевых и химических добавок. Он абсолютно натуральный. Стараемся делать для населения нормальную продукцию. Никаких примесей, ни соевых, ни добавок мы не делаем, ни химических, ни таких. Стараемся, чтобы все это нравилось нашим потребителям. По всей Ингушетии ярмарки будут проходить до 23 июня. Саид Куштов, Ева Ужахова, Гапур Чахкиев, Новости 24.